На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Исполнилось 32 года со дня начала наступательной операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Внеси свой вклад в благоустройство города. Жители многоквартирных домов столицы смогут принять участие в конкурсе «Чистый двор». Строки «Жди меня, и я вернусь» написаны именно здесь. В каком сейчас состоянии дача Константина Симонова в Агудзере и какие истории хранит в репортаже о База ТВ. Исполнилось 32 года со дня начала наступательной операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Операция по освобождению столицы Абхазии длилась 11 дней. 16 сентября 1993 года началось решающее наступление абхазской армии. Войска Восточного фронта в тяжелых боях, заблокировав трассу Очимчира-Сухум, исключили возможность оказания помощи сухумской группировке грузинских войск. Войска Гумистинского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали его глубоко эшелонированную оборону. Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе прилетел в Сухум, чтобы, цитата, «самому руководить обороной города». Он заявил, что если Сухуми падет, то он останется в Сухуме и погибнет в нем. Однако он предпочел покинуть Сухум при содействии российских военных. В ходе боев на Гумистинском фронте 16 и 17 сентября абхазские силы заняли верхние и нижние Гумистинские мосты, взяли под контроль доминирующие высоты над городом Сухум. К другим темам. В вооруженных силах Абхазии с 15 по 18 сентября проводятся командно-штабные учения с 1-м и 2-м отдельными мотострелковыми батальонами и комплектующими военными комиссариатами, где командиры и штабы батальонов отрабатывают практические навыки по управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Как сообщает пресс-служба Минобороны, цель учения – оценка реальности и эффективности планов, разработанных для различных сценариев ведения военных действий, достижение согласованности в работе органов управления и взаимодействия между различными силами и подразделениями в максимально приближенных к реальности условиях. В рамках командно-штабных учений на общевойсковых полигонах Минобороны пройдет этап боевых стрельб. В селе Мок Очимчирского района капитально отремонтируют дорогу ко Дню Победы. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Димир Гамисония в ходе поездки в село. Работы по ремонту уже начались, их ход проверил вице-президент Беслан Бегвава. Также провели осмотр моста, пострадавшего в ходе стихии 9 сентября. Его поручено отремонтировать в кратчайшие сроки. Проинспектировали капитальный ремонт автодороги в селе Мэку. 30 сентября здесь планируются праздничные мероприятия, которые посвящены Дню Победы. И задача стоит до 30 числа все работы провести для того, чтобы было комфортно нашим гостям и жителям нашей республики приезжать на мероприятия. Эту задачу мы выполним своевременно. Помимо дороги, мы осмотрели еще аварийный мост, и также Бесланом Владимировичем была поставлена задача в кратчайшие сроки устранить эту проблему. На данный момент мы занимаемся решением вопроса по поставке сюда техники, по доставке сюда техники и отсыпке аварийного участка. Памятник депутату парламента Абхазии Вахтангу Гуламдзе открыли в селе Кутол. Как сообщает «Спутник», на памятном мероприятии присутствовало множество людей, его однополчане, депутаты парламента во главе со спикером Лашей Ашуба, представители общественности, школьники. Выступая перед собравшимися, глава администрации села Аляс Гуламдзе отметил, что установка памятника стала возможной благодаря инициативе и поддержке жителей села. Тимур Агрба провел совещание, посвященное ликвидации последствий стихии 9 сентября. Подведению промежуточных итогов работ по ликвидации последствий стихии посвящалось совещание главы администрации Сухума с руководителями профильных служб и начальниками управ микрорайонов столицы. На совещании присутствовали также заместители главы Автандил Сурманидзе и Константин Тарба. Участники совещания доложили мэру о том, что уже сделано и где еще предстоит работать. Составляются дефектные акты, чтобы передать документы пострадавших на комиссию по ЧС. Активно ведутся работы по расчистке желобов на крышах многоэтажек. Тимур Агрба нацелил начальников управ
пристальнее следит за порядком на вверенных им территориях и впредь своевременно заниматься расчисткой желобов силами своих рабочих, чтобы не допустить затопления квартир. Сейчас расчисткой после стихии занимаются рабочие коммунальных служб мэрии. Жители многоквартирных домов столицы смогут принять участие в конкурсе «Чистый двор» и внести свой вклад в благоустройство города. Инициаторами конкурса выступили финалисты команды Абхазии из групп «Экологическое благополучие» и «Культурный код» и ценности при поддержке администрации столицы. Акция приурочена к 32-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Конкурс «Чистый двор» приурочен к 32-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Цель акции не только навести порядок во дворах столицы, но и объединить соседей в общее дело. Дорогие жители города Сухум, сегодня мы безмерно рады сообщить о важном конкурсе «Чистый двор». Данный конкурс приурочен к 32-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это не просто соревнование, а возможность каждого жителя города Сухум внести свой вклад в процветание и красоту Сухума. Мы призываем каждого из вас от мала до велика собрать группу из соседей и преобразить свои дворы. Конкурс организован финалистами команды Абхазии из групп «Экологическое благополучие» и «Культурный код и ценности» при поддержке администрации Сухума. Принять участие может любой многоквартирный дом. Для этого нужно собрать инициативную группу и подать онлайн-заявку с указанием адреса двора и фотографиями его нынешнего состояния. Прием заявок осуществляется с 13 сентября по 26 сентября. Для участия в конкурсе вам необходимо собрать инициативную группу и подать онлайн-заявку на почту или по номеру телефона с указанием адреса двора, контактных данных представителя инициативной группы и фото-видеоматериалами о текущем состоянии двора. Главная задача конкурсантов – это уборка и благоустройство территории двора до 26 сентября. Комиссия из представителей администрации и экспертов будет оценивать санитарное состояние, озеленение, креативность оформления и экологичность. Итоги подведут 29 сентября. Главный приз – благоустройство территории силами администрации города. Но организаторы подчеркивают, важнее сам факт участия. Ведь поданная заявка помогает привлечь внимание к проблемам конкретного двора. 29 сентября мы объявим о результатах конкурса. Главный приз – это благоустройство двора многоквартирных домов от администрации города Сухум. Но помните, главное – это участие. Даже если ваш двор нуждается в серьезных улучшениях, вы можете заявить о себе и привлечь внимание к проблемам вашего двора. Мы считаем, что конкурс «Чистый двор» улучшит не только экологическое и эстетическое состояние наших дворов, но также укрепит взаимодействие между местными жителями города Сухум и органами местного самоуправления. Вместе мы создадим положительный имидж нашей Родины. Вместе мы сделаем Сухум чище, красивее, уютнее. Ведь чистота двора – это красота Сухума. Давайте создадим традицию заботы о нашей Родине. Конкурс «Чистый двор» – это шаг к формированию традиции заботы о родном городе. Ведь чистота двора – это красота всей столицы. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Нижегородские специалисты установят световую подсветку на ряде объектов историко-культурного наследия в столице в рамках международного экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды пространства дружбы Нижний Новгород-Сухум. На рабочем совещании глава администрации Сухума Тимур Агарба и председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Пампаева с участием российских специалистов обсудили детали и нюансы подсветки от перечня объектов до визуализации цветов и светодинамики. Кроме того, проговаривались цвета подсветки эвкалиптов. Участники совещания взяли во внимание и отзывы сухумцев, озвученные после подсветки нескольких эвкалиптов. Решено ограничиться двумя цветами – белым и зеленым. Например, колоннада будет подсвечена в ночное время в ее естественный цвет – белый. Колоннаду и мэрию успеют подсветить ко Дню Победы 30 сентября.
Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии по данным на 1 сентября составила 16 872 рубля. В нее входят продовольственные товары 8436 рублей, непродовольственные товары 4218 рублей, услуги, налоги, платежи 4218 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,3%, сообщили в Госкомитете по статистике. Абхазии выделено 115 квот на бесплатное обучение в вузах России. Представительство Россотрудничества в республике объявило о старте приема заявок на бесплатное обучение за счет бюджета Российской Федерации в рамках квоты на 2026-2027 учебный год. Для участия необходимо прикрепить в личном кабинете паспорт абхазский или при наличии российский, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, анкету заявления, портфолио при наличии. Подать заявку можно дистанционно на сайте educationinrussia.com. Консультации по участию в квотной кампании будут проходить 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница в 15:00 по адресу город Сухум, улица Пушкина, дом 16, бизнес-центр Гудоу Плаза, 5-й этаж, кабинет номер 5. Телефон для справок +7 940 730 09 90. WhatsApp, Telegram. Состоялась встреча спикера Народного собрания парламента Республики Лаша-Шуба с исполняющей обязанности ректора Северокавказского федерального университета Татьяной Шебзуховой и доцентом университета Максимом Трофимовым. Ашуба, приветствуя гостей, поблагодарил за работу, проводимую университетом совместно с абхазскими коллегами, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы в сфере образования и науки. Во встрече приняли участие председатель Комитета Народного собрания парламента республики по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебия и руководитель аппарата парламента Вадим Бжания. Соглашение о сотрудничестве подписали министр просвещения Хана Гунба и исполняющая обязанности ректора Северокавказского университета Татьяна Шебзухова. Сотрудничество с вузом продолжается уже больше 10 лет. Курсы повышения квалификации там проходили абхазские педагоги и госслужащие. Специалисты СКФУ участвовали в разработке нормативно-правовых актов для Абхазии, но официально соглашение подписано впервые. С 2014 года Министерство просвещения взаимодействует с Северокавказским федеральным университетом. Мы дорожим этой дружбой, мы нацелены дальше развивать наши взаимоотношения. Очень надеемся на наше плотное, активное, продуктивное взаимодействие. Спасибо. На самом деле многолетнее сотрудничество дает уже свои результаты. Более 3000 специалистов обучилась за этот период в Северокавказском федеральном университете по 66 программам. Да. Надеюсь, что и дальше мы будем также сотрудничать. Спасибо огромное. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба и его ректора Северокавказского федерального университета Татьяна Шебзухова посетили Сухумскую школу номер 4, где начались курсы повышения квалификации для преподавателей физики. В рамках нашего соглашения сегодня проходят курсы, которые помогут учителям более эффективно подготовить школьников к Всероссийской олимпиаде по физике. Уверена, что эти краткосрочные курсы будут востребованы и принесут пользу, отметила Гунба. Татьяна Шебзухова, в свою очередь, подчеркнула, что впереди обширная совместная работа по повышению квалификации и улучшению качества педагогического образования, включающая реализацию совместных инициатив по патриотическому воспитанию и разработку необходимых нормативных документов. Программа осуществляется в рамках сотрудничества между Министерством просвещения Абхазии и СКФУ. АГУ и СКФУ подписали новый договор о сотрудничестве. В Абхазском госуниверситете состоялась встреча с делегацией Северокавказского федерального университета, которая была посвящена развитию академического и научного партнерства между двумя вузами. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, приветствуя гостей, ректор АГУ академик Олег Угварамия рассказал об учебном процессе в университете и поделился информацией о международном опыте сотрудничества с зарубежными вузами, в первую очередь с российскими. Среди ключевых проектов, которые планируется реализовать, проведение совместных научных конференций, образовательных проектов, создание международной научно-исследовательской лаборатории, археологических исследований, а также обмен студентами и преподавателями.
Сухуми. Отдельно стороны обсудили повышение квалификации преподавателей АГУ в СКФУ, защиту диссертаций сотрудниками Абхазского госуниверситета в диссертационных советах Северокавказского федерального университета. Также обсуждалось участие молодых ученых в научных конференциях и вопросы развития студенческих научных обществ. По итогам встречи стороны подписали новый договор о сотрудничестве. Сейчас мы должны, кстати, обменяться, насколько я понимаю. Да. Спасибо. И надеюсь на наше сотрудничество. Северокавказский федеральный университет уже много лет сотрудничает с Абхазским государственным университетом по различным направлениям. Надеюсь, что сегодня у нас начинается новая страничка в наших взаимоотношениях, где мы договорились о качественном образовательном процессе в образовательной и научной деятельности. Олег Алексеевич, спасибо вам огромное. Очень приятно. У вас очень сильный, грамотный профессорско-преподавательский состав. Было очень приятно. Так. Я то же самое хочу сказать, что я очень доволен сегодняшним разговором. Это обсуждение. Мы видим, в чем мы отстаем. Северокавказский федеральный университет тоже видит, наверное, не бывает идеальных университетов, бывают недостатки, упущения и так далее. Все исправимо. С Северокавказским федеральным университетом, я думаю, будет действовать новый договор и по форме, и по содержанию. Успехов вам! Спасибо, и нам. все взаимно. Выставка «Москва-Сухум. Искусство общего века» продлится в Национальной картинной галерее Абхазии до октября, сообщил «Спутник» директор галереи Сурам Сакани. Выставка была приурочена к открытию Национальной картинной галереи после пожара. 28 работ были собраны для нее Министерством культуры России из Москвы и Санкт-Петербурга и переданы в дар Абхазии. По словам Сурама Сакани, экспозиция пользуется спросом, и потому принято решение продлить выставку. В литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гулия состоялся вечер памяти писателя Константина Симонова. На мероприятии в честь 110-летия со дня рождения писателя и поэта гостям мемориального дома-музея патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия рассказали о жизни и творчестве Константина Симонова в Абхазии, включая военные годы, сотрудничество и дружбу с местной интеллигенцией. Вечер был организован Домом Москвы в Сухуми при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Он писал о том, что двери в Абхазию для него открыл Дмитрий Ильич Гулия. И вот эта дружба с Дмитрием Ильичем Гулия, с его сыном, наш очень известным писателем Георгием Дмитриевичем Гулия, это были очень близкие друзья, на самом деле во многом повлияло на развитие, скажу прямо, на развитие абхазской национальной литературы, которая тогда только-только становилась, формировалась. Репортаж с места событий смотрите в эфире нашего телеканала в среду, 17 сентября. Мало кому известно, но большую часть своих послевоенных произведений Константин Симонов, автор легендарных строк «Жди меня, и я вернусь», написал в Абхазии, на своей даче в поселке Агудзера. Небольшой домик после смерти писателя его жена завещала мемориальному музею Дмитрия Гулия. И он работал с 1986 по 1992 год. В каком сейчас состоянии дача Симонова и какие истории хранит, в репортаже Марианны Котовой. Мы находимся в поселке Агудзера.
Здесь когда-то жил известный военный корреспондент, писатель, поэт Константин Симонов. 5-6 месяцев в году он проводил в Абхазии. Его соседями были такие же писатели – Тарба, Гуля, Думбадзе, Евтушенко. И среди этой литературной элиты росли их дети, которые сегодня делятся воспоминаниями о поэте, писателе, военном корреспонденте, лауреате различных премий, влиятельном деятеле, которого звали просто дядя Костя, и который жил рядом, в доме с окнами на прибой. Чтобы пройти к дому, где большую часть года проводил великий советский литературный деятель Константин Симонов, приходится пробираться сквозь заросли травы и колючки. Даже Татьяна Гулия, которая провела здесь все детство, с трудом находит дорогу. Но уже в доме вспоминает, где стоял обеденный стол, за которым часто собирались все соседи. Вот здесь вот около входа стоял большой деревянный стол, за которым собирались гости, все соседи. Очень было интересно и для детей. Константин Михайлович вместе с Ларисой Алексеевной устраивали праздники. Я очень хорошо помню, это был день рождения коровы Зорьки или день рождения малышей, которые появлялись у Зорьки. Мы должны были собирать букет для коровы и для ее бычков, маленьких детишек, приносить подарок, конечно, корове. Как вспоминает Татьяна, дядя Костя постоянно придумывал детям различные развлечения. Здесь устраивались очень смешные какие-то соревнования между детьми. Это различные загадки, ребусы. Вот больше всего мне запомнилось соревнование, так сказать, кто быстрее очистит воблу. Первый, с кем познакомился в Абхазии Симонов, был Дмитрий Гулия, патриарх абхазской литературы. Именно с него началась дружба и любовь Симонова с Абхазией. Константин Михайлович Симонов писал о Гуле, что дом Дмитрия Гулия стал дверью, через которую он смог войти вообще в Абхазию, то есть которая открыла ему Абхазию. Когда мы говорим о дружеских связях с Россией и так далее, мы должны начинать вспоминать о представителях, о лучших представителях интеллигенции, которые действительно создали эту дружбу. Симонов стал ангелом-хранителем для семьи Гулия. Свободолюбивые, честные и открытые абхазские писатели не стеснялись говорить в своих повестях и романах о трагической судьбе народа и виновниках этих бед, и имели все шансы поплатиться за это. Только влияние Константина Симонова несколько раз уберегало семью Гулия от репрессий. Когда папу здесь стали преследовать в послевоенные годы за повесть, небольшая повесть «Черные гости», Константин Михайлович своим влиянием, в общем-то, спас моего отца, пригласив его работать в литературную газету в Москву. Моему отцу, Георгию Дмитриевичу Гуле, дали Сталинскую премию, когда он написал небольшую повесть «Весна в Сакине». Поскребышев, это помощник Сталина, позвонил в литературную газету и спросил, значит, кто написал «Весна в Сакине», старик или сын? Вот. Мы ответили, что это написал сын. И якобы Сталин так сказал, что хорошая повесть. Поэтому мы дали премию, и, так сказать, не было никаких больше обсуждений и каких-то преследований со стороны и Союза писателей, и других органов. Свое влияние Симонов заслужил трудоспособностью и государственным мышлением, которое транслировал и в жизни, и в литературе. Вот в дневниках у этого Бориса Леонидовича написано, что как мы только здесь вместе приехали и поселились, Костя, Константин Михайлович, значит, завел порядок. Вот в 8 подъем, купание, значит, утром зарядка купаться, потом работать до часу дня, в час дня перекус. После перекуса опять, значит, работать. И вот у него там описано, и он здесь. И уже в воспоминаниях Константина Михайловича, по-моему, написано, что больше половины всех послевоенных произведений написано здесь.
Павел Мержанов, внук одного из фронтовых друзей Симонова, тоже военного корреспондента. Ребенком он помнит, каким простым в общении был дядя Костя и какую аскетичную жизнь вел, несмотря на свои возможности. Член Верховного Совета СССР, член ЦК, 6-кратный лауреат Сталинской премии, самый печатаемый, где бы только ни было, писатель. Вот. Печатаемые печатающиеся в изданиях, которые в издательствах, да, которые платили большие деньги, Политиздат. То есть Константин Михайлович мог себе позволить много. Но обратите внимание, что это все сколько это? 5 метров? Наверное, да? Ну, 5 на, ну хорошо, на 9. Одна комната. Это все, что он себе не то что мог позволить, это все, что ему было достаточно. Здесь был кабинет, здесь была столовая, здесь были гости, здесь была библиотека. Вот там стоял стол у этой тети Дуси, вот там он кушал, и все. Симонов был авторитетом для местных жителей не только в области литературы. Его житейскими советами пользовались также охотно. Тимур Тарба, сын писателя Ивана Тарба, обязан Константину Симонову еще и своим здоровьем. Я родился очень больным ребенком. Постоянно сопли, ангины и так далее. Родители с ума сходили. Отец был, когда я родился, отцу было уже 45. То есть я был поздним ребенком в семье, единственным. Меня кутали во все шерстяное, даже летом. И я помню этот случай, как во двор зашел Константин Михайлович. Был август, жара стояла. И посмотрел на меня, укутанного во все шерстяное, и сказал отцу: вы что, говорит, делаете? Снимите, говорит, это все. Отец с матерью начали охать, ахать, ребенок заболеет. Он говорит, не заболеет. Я, говорит, воспитал 4 детей, поднял, я, говорит, знаю, что я делаю. Я вот это помню, как он посадил меня на плечи, и мы с ним пошли в море. И плавали долго. И потом это продолжалось на протяжении всего августа каждый день. Каждый день. Я перестал болеть. Потом он мне сказал, отцу моему сказал, удалите гланды, и все пройдет. Консилиум врачей тогда с этим был не согласен. Но отец настолько чтил, так сказать, и уважал Симонова, что он решился на удаление гланд. После этого все как рукой сняло. Я привык к морю, это стало моим вторым домом. Море меня и растило, и лечило, и воспитывало. Для меня все это связано с Константином Михайловичем. Этот человек меня ввел, через море ввел в жизнь. Дети и Константина Симонова, и других литераторов, живущих по соседству, часто обитали в мансарде дачи, но в те часы, когда писатель не работал. В тот момент, когда он садился за машинку, в доме должна была быть тишина. Он любил работать в полнейшей тишине. Поэтому, когда он работал, дети его, вот Саня Симонова, еще кто здесь жили, гости, так сказать, из Москвы, все прибегали к нам, мы там играли, потому что Саня Симонов говорит, мы пришли, потому что папа работает. А мой папа, ему тишина не нужна была. Он работал, мы бегали, кричали, он сидел в проходной комнате и что-то писал. Сегодня на даче Константина Симонова тишина звенящая. Она находится в полном запустении. Ни дверей, ни окон, ни забора, как, впрочем, и на дачах других писателей. Но это филиал литературно-мемориального музея имени Гулия. После смерти Симонова этот домик его вдова завещала музею, и он успел поработать как музей. В 1986 году здесь был открыт филиал нашего литературно-мемориального музея. И это стало местом, очень любимым местом и для отдыхающих, и для туристов, и для местных, и для школьников. Понимаете, это в Гуль-Рыпском районе не так много культурных центров. И это был один небольшой, очень уютный музей, филиал нашего музея, куда приходили люди. Здесь продавали билеты. Музей был действующим. Так случилось, что во время Абхазо-Грузинской войны, нашей Отечественной войны, музей был, конечно, разрушен, но, к счастью, не все, конечно, экспонаты, но
часть экспонатов все-таки смотрители смогли сохранить. Решение Ларисы Жадовой, вдовы Константина Симонова, завещать дачу государству не встретило понимания даже в семье Гулия, хотя дом Дмитрия Иосифовича его супруга также отдала под музей. Жена Константина Михайловича пришла, я помню, к нам на дачу и сказала: Таня, я еду в поселковый совет, поедем со мной, а потом там какие-то дела, видимо, магазин, там были бабушка, моя тетя, сказала, я хочу оставить в Доме-музее Гулия завещать дом Константина Михайловича. Моя бабушка, это мамина мама, Мария Павловна, она сказала: Лариса, ну у тебя же внуки, дети, может быть, пока подожди это делать. Она так, я вот даже помню, она так, махнув рукой, сказала: да, это когда еще я умру? К сожалению, она умерла через год. В Гулерипше, где в свое время обитала советская интеллектуальная элита, сегодня нет ни одного музея, хотя весь этот дачный поселок мог бы стать литературным заповедником. В Абхазии есть огромное количество вещей, кроме природы, да, которую дал Господь Бог. Да? Как бы тут народ ни при чем. Вот. Но есть огромное количество исторических мест, которыми можно гордиться. Здесь, где на каждый дом может висеть табличка, которой позавидует любое место. В одном месте, чтобы у вас был, так сказать, там Тарба, Евтушенко, Церетели, Симонов, Думбадзе, Борис Лавренев. И кончается все, или начинается оттуда Гулия. Даже Гулию, даже табличку уже ставят не первый раз. Даже табличку украли. Руководство литературно-мемориального музея имени Гулия, чьим филиалом и является дача Константина Симонова, надеется, что этот дом все же будет восстановлен и станет культурным центром Гулерипшского района. Сейчас у нас артефактов и экспонатов из этого музея немало хранится в наших фондах. И мы бы хотели, это наша мечта, это мы 10 лет назад, с 2015 года, вот эту мысль как-то хотим донести до правительства и до тех, кто может нам помочь, чтобы восстановить этот музей именно в Агудзере, чтобы именно в Гулерипшском районе, чтобы это был центром культуры. Возможно, сообща всем миром этот дом восстановят, и не просто во имя памяти Симонова, но и для увековечения роли писательского братства, которое открывало широкие горизонты для творчества и реализации талантов и амбиций в литературе и жизни. Такие же широкие горизонты, как здесь, в поселке Агудзера, которыми вдохновлялся Константин Симонов. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Государственный Абазинский драматический театр приедет на гастроли в Абхазию. Он даст театрализованное представление «Непокоренная бурка. Историю о чести, доблести и мужестве». Это спектакль о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Постановка на русском языке пройдет 17 сентября в ДК города Чимчира, 18 в ДК города Гагра, 19 числа в ДК города Гудаута, 21 сентября на сцене Абхазского государственного театра имени Чанба, 22 сентября в ДК города Тпарчал. Билеты можно купить на входе. Симбиоз российских и абхазских артистов в работе над фильмом «Три свадьбы и один побег» создал уникальный, удивительный мир, рассказал в эфире «Радио Спутник» автор сценария полнометражной ленты Алиса Габлия. «Три свадьбы и один побег» снимали в Абхазии. Главной локацией стало село Хуап Гудаутского района. В съемках приняли участие абхазские артисты Альдона Адлиба, Нури Аджинджал, Разита Таня, Адгурмалия. Габлия отметила, что абхазские актеры привнесли в ленту национальный колорит, и они очень сдружились с коллегами из России. «Я безумно им благодарна, они внесли большую лепту в наше российско-абхазское кино», подчеркнула Габлия. В
В столице Абхазии на днях открылась первая в республике школа художественной гимнастики. Подробности в репортаже Алисы Атлиба. Совсем недавно в городе Сухум открылась школа художественной гимнастики. Она расположена прямо напротив здания Русского драматического театра. Вход во двор, и на втором этаже уже расположен необходимый зал, оборудованный для детей разных возрастных категорий. Здесь проходят занятия как у малышей, так и детей постарше. Мы пообщались с тренерами, а также с их родителями, узнали, какие у них ощущения от нового зала и почему стоит мотивировать наших детей заниматься художественной гимнастикой. Секции по художественной гимнастике в стране не было около 30 лет, подчеркивает президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия. Обучаться в школе могут девочки с 3-4 лет. Сначала часовые занятия проходят 3 раза в неделю. Через год их продолжительность вырастает в 2 раза. У нас единственный такой зал в Абхазии – это высокотехнологичный объект. Такого нет нигде, ни у кого, это я могу смело сказать. Здесь высота потолков у нас 12 метров, расстояние от ферм 8-9 метров. Взрослая гимнастка тут может спокойно заниматься, бросать предмет. Это основное, то, что нужно для художественной гимнастики. Плюс ковер должен быть 13 на 13 обязательно. Здесь все соответствует этим параметрам. На данный момент мы используем методику российских тренеров. У нас все приглашенные тренера из России. Ну и так сложилось, что этот вид спорта был придуман в России. И российская художественная гимнастика самая сильная в мире, поэтому в этом плане нам повезло. Художественной гимнастикой в Абхазии занимается более 100 детей. Занятия проводят 4 педагога из России, поскольку в республике пока нет специалистов в этой области. Гунда Кварча подчеркивает, что в будущем воспитанницы школы сами могут стать тренерами, а пока педагоги отмечают потенциал у молодого поколения спортсменок из Абхазии. 4 года я уже тренирую детей. Я молодой тренер. Начала тренировать здесь с недавних пор девчонок, чтобы развивать гимнастику в Абхазии, чтобы как можно больше детишек могли заниматься спортом и именно художественной гимнастикой, потому что это очень важно. В первую очередь мы хотим сделать дисциплину, чтобы это было на высшем уровне. Естественно, это все зависит от дисциплины. Сначала мы ставим на место дисциплину, а дальше к нам все остальное придет само. Пока мы работаем над развитием, пока мы работаем над дисциплиной и готовим новые прекрасные упражнения, чтобы выступать на новых стартах. Тренировка начинается с построения, затем дети разогреваются с помощью бега, после чего уже следует разминка, растяжка, махи и многое другое. Абонемент на месяц стоит 3500 рублей, и дети имеют возможность выезжать на соревнования за границу. В нашей съемочной группе провели небольшую экскурсию по школе художественной гимнастики и показали несколько приемов, которым учат младшее поколение. Девочка Ева, 7 лет, 2018 года рождения, 2-й год обучения. Мы готовимся к соревнованиям, будем делать без предмета. Мы работаем обруч, мяч, но на этих соревнованиях мы выступим без предмета, на следующих уже будет обруч и мяч. Что мы делаем? У нас есть зал хореографии, где мы можем прорабатывать подводящие движения к упражнению. Да? Девочка смотрит вперед и начинает махи в кольцо. Пошли, мах кольцо. Хорошо. Коленочку держи, пошли подряд. Раз. Вытягиваем вот сюда вот ножку. Тянет Ева, хорошо. Можно подержать на силу стопа. Ручки вытянуть. И Ева гнется в наклончик назад, ложится на животик, гнется в колечко. Дети работают с обручами, булавами, мечами и лентой. То есть у каждой группы свое направление, у каждой группы свои требования. Вот. То есть все зависит от возраста. На самом деле разогрев – это основная и важная часть вообще в спорте. Да? То есть через разогрев мы убираем, минимизируем, да, количество травм. На самом деле, конечно, без разминки это неправильно заниматься. Да? То есть основа художественной гимнастики – это балет. То есть если посмотреть историю художественной гимнастики, то был балет, а потом добавлялся предмет. Очень много предметов художественной гимнастики. Сложность заключается именно в том, что сложная синхронизация идет предмета и тела. Помимо прочего, на художественную гимнастику ходит также дочка действующего тренера по фитнесу. Мы поговорили с Аидой Гайдаржи и узнали, чем ее так привлек этот вид спорта и как гимнастика поможет ребенку развить спортивные навыки. Отдала дочку на художественную гимнастику, так как сама всю жизнь занималась спортом и гимнастикой в том числе, правда, спортивной, но
Когда я узнала, что в Абхазии открылась Федерация гимнастики, конечно, я ее сюда привела. Ну, во-первых, спорт очень важен для развития личности, то есть это вырабатывает характер, терпение, дисциплину. Во-первых, это очень полезно для здоровья, то есть помимо физической подготовки, спорт формирует человека как личность. То есть в определенном возрасте очень полезно привести ребенка в зал, чтобы она именно занималась. Вот. А почему художественная гимнастика? Во-первых, это, мне кажется, это самый красивый вид спорта для девочки. Во-вторых, в Абхазии уже 30 лет не было этого вида спорта. Вот. Были сложности, потому что не было тренеров. Сейчас у нас есть свой зал, хороший, шикарный тренер, профессионал своего дела. Моя дочка ходит с удовольствием. Уже в октябре будет год, как она ходит. И ей это только на пользу. Что особенно примечательно, в этом здании есть отдельные комнаты, как для тренеров, так и для детей, с санузлами и ваннами, переодевалки. На видном месте здесь стоят грамоты от администрации города и многих других инстанций. Алиса Адлейба, Сандро Аблотия, Абаза ТВ. И еще немного о спорте. Абхазский теннисист Астамур Кацев в составе сборной команды Краснодарского края занял 3-е место в командном первенстве России среди юниоров до 19 лет. Соревнования высшего уровня проходили в Казани с 9 по 14 сентября. Баграт Кутарба стал победителем, а Самет Бабаев – бронзовым призером всероссийских соревнований по киокусинкай в рамках 17-х всероссийских юношеских игр боевых искусств. Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в городе Анапа. Организатором выступил Союз боевых искусств России. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 16 команд. Абхазские спортсмены выступают за команду Кумите Сухум, тренируются под руководством президента Федерации Киокусинкай Республики, заслуженного тренера Абхазии Виталия Читанава. Сейчас о погоде. В среду, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью и в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 12 до 17, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 24 градуса. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80%. И на этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.